Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. Прежде чем начать свой разговор, позвольте зачитать акт об авторском праве. Меня зовут Одинокий Джейсон, Lonely Джейсон. Мне ничего не принадлежит этому ролику. Все содержимое музыкальной композиции принадлежат их уважаемым владельцам. Это видео создано в целях просветительской учебной деятельности, чтобы высветить некоторые неизвестные страницы нашей истории. Отказы от авторских прав в соответствии с разделом 107 Закона об авторском праве 1976 года допускается добросовестное использование. В связи с этой возможностью хочу познакомить своих подписчиков и слушателей ранее неизвестными оригинальными произведениями чеченских авторов. Мы также будем сравнивать эти произведения так называемыми в кавычках ингушскими произведениями и попытаемся разобраться, где оригинал, а где попытка присвоить чужое произведение, выдав его за свое. Дослушайте до конца, будет интересно. Будем сравнивать чеченский оригинал с ингушскими копиями. Но сегодня будет продолжение этой эпопеи с культурным наследием чеченцев и притязанием этих ингушей этому культурному наследию. Проснулись наконец-то наши братья-соседи. И сперва очень много роликов сняли про величество этих ингушей, а потом без начинки же это как. И вдруг вспомнил, что понадобилась эта культура, и вот мы видим эти попытки очень многих сайтов, этих проектов, которые, ладно бы, свое популяризировали бы, но оно же скудное, оно же бедное, как казанская сирота. И вот решили, чем это, конечно, будем чеченское брать, хорошие мелодии, которые популярны. И вот будем говорить, это же легко, это если кто-то ингушетии его спел, значит это ингушское. Вот так это начинается. Взаимное притязание, взаимное обвинение. Делать вид, что никогда Чечения, Ингушетия не существовало, что 70 лет вы не жили в одном доме. И все вы работали, товарищи ингуши, с Тамарой Яндиевой, все это семьи, вот это Грозненская гармонии. И вот исполняли все эти чеченские произведения. И, конечно, если мы жили 70 лет вместе, конечно, это передалось вам, наша музыка передалась. Где-то кому-то понравилось, какой-то поэт, какой-то певец перепел это. Но это не значит, что это ваше народное достояние. Вы исполнители. И в этом нужно указывать эту грань между исполнителями, этим оригиналом, или вот стирать эти грани и вот убеждает нас, что это так, это мы ошибаемся всю свою жизнь. Вот я ребенком радио, постоянно у нас радио было включено. Вот я эти песни все слышал по радио. Я просто, знаете, если я знал бы, что вот это тогда в бытность Чечении можно было все проверить, все узнать. А сейчас в таком кавардаке, после этих двух чеченских войн, против этой революции, вот этой независимости, этой Джахара Дудаева, там очень много всего, еще ингуши сбежали обратно в свой Азран, прихватил все чеченское, все чеченские фонды, опустошили все эти героинские музеи. Сейчас, в 2026 году, это очень сложная задача, сидеть. Еще это не непорядочные люди, они все лжецы, лицемеры. И вот это, когда вот мы, да, это тоже, это если мы не сегодня можем все это рассказать, мы сможем это через месяц, через 2 месяца. Но это нужно время, чтобы это разобраться, найти нужное произведение, или где-то ее послушать. И когда ты где-то ее услышишь, а потом очень много произведений в Ютубе, вот надо просто, мы же не можем знать тысячи чеченцев. Вот я никакого отношения не имею к этому музыкальному произведению. Это я не композитор, я не музыкант.
я не поэт. И для меня посторонне, как я, много людей, которые волнуются за свою вот эту национальную культуру. Они посторонние люди, и мы же не музыканты, мы же этим не варимся. И вот сейчас, через 20, 30, 40 лет, как я могу вспомнить музыку, которую я слышал по радио? Это еще нужно назвать название. Кто слушал радио, услышит, никогда название. Они почему-то, я не знаю, вот это, не было вот этого названия, просто она начинала звучать, и тебе нравилось, и когда ты слышишь эту музыку, оставляешь все свои дела, бежишь вот, слушать эту музыку. Вот так было, это не было, как сейчас, какой-то хочешь музыку выслушать, какой-то хочешь фильм посмотришь. Это были скудные, бедные времена, быть на Советского Союза. Да, это мы не жили бедно, но вот было скудно. И очень было мало, вот, и поэтому только радио, только вот эти пластинки, кассеты, вот нас спасало. Мы же не знали, что, вот знаете, братья будут врагами. Если мы знали бы это, конечно, я бы мог бы много чего сохранить. И вот искал бы вот это произведение. Сейчас ведь человек всю в Советском Союзе, известный человек, композитор, и вот какой-то непонятно кто, Чепушила, вот, извините, такое выражение, вот, исполняет эти песни, ему это понравилось, и вот он исполнил, и вот люди, ой, какая красивая ингушская мелодия, и человек вот не может сказать нет, потому что это же нравится. Вот захотела славы, потом хочется этой славы, внимания, и ты у тебя свои комплексы какие-то, и вот это думаешь потом петляешь, и там что-то вот так уйдешь, потом вот это нет, так не получается. И вот так мы столкнулись с несправедливостью, мы столкнулись с лицемерием, мы столкнулись с потоком лжи, которые вот сидят люди, не стесняются. И вот послушаешь их, и знаешь, я не знаю, какие эти семьи, насчет этого Якуба Гогева, бывший мент, ну, бывших не бывает, конечно, ментов. Ну, вот я могу представить, какая она мать в семье, вот эта Танзила Заурова, властная такая женщина, сумасшедшая домохозяйка. Вот у меня, вот я, когда про ее рассказываю, у меня эпитет Яре комсомолка и сумасшедшая домохозяйка. Ну, это такое, это они оскорбляют, мы не собираем тут никого оскорблять. Просто, знаете, это мое, я вот слушаю, очень много слушаю, и когда она начинает врать, вот это, значит, непорядочный человек с самого начала. Вот человек вот на этот путь встал, все, пиши пропал. И пеплу. Слова выдающегося композитора очень точно отражают суть еще одного проекта, реализованного с помощью гранта президентского фонда культурных инициатив. Правда, этот огонь авторам пришлось, что называется, высекать из глубины прошлого. Проект или возрождение архаичного музыкального творчества ингушей объединил музыкантов и этнографов, скрипичных дел мастеров и археологов. Он стал поистине делом чести, оказался настоящим культурным прорывом, который вдохнул жизнь в древние музыкальные традиции Ингушетии. Или, в переводе с ингушского, песня, но не простая, а героико-этническая. В ней закодированная победа и поражение, радость и страдания ингушского народа. Именно поэтому этот проект сплотил и воодушевил буквально всю республику. Люди начали приносить создателям проекта старые пластинки и записи на бобинах, фотографии музыкантов и сведения о них. Все очень хотели, чтобы этот проект состоялся. И вот этот день настал. Музыка является одним из древнейших видов искусства. Она уже в глубокой древности воспринималась как язык человеческой души.
Музыка, как утверждали древние, заложена в самой природе. Она способна сопереживать состоянию души человека, выражать чувства и эмоции людей. Она способна передавать звуки природной стихии, информацию о происходящих событиях. Так кавказская легенда гласит о князе, приказавшем залить расплавленным свинцом уста любому, кто принесет весть о гибели его сына. Мастер создает трехструнный музыкальный инструмент, мелодия которого рассказывает отцу о трагической гибели юноши. В этом фольклорном сюжете проявляется трепетное отношение народов Северного Кавказа к музыке, к музыкальным инструментам. Начинают проникать русские фабричные музыкальные инструменты. Это гармонь, балалайка, позже аккордеон. Я вам просто поставил вот это проекты или это видео существует. Представляете, чтобы показать их вот, профессиональность, последний фрагмент ведет Хава Абадиева, музыкальный редактор ингушского телевидения, вот она ведет. Смотрите, какие непонятно вот это скудные их, можно снять вот какие-то темные элементы. И вот постоянно всегда с нами соревнуются. Могло бы вот этой темноте родиться что-то светлое, высокое. Вот я очень не думаю, что что-то могло родиться. И вот такое, сомневаюсь, очень сомневаюсь. Поэтому я свои сомнения вот насчет вот этой пианиста Хамзата Бекова я вам сказал. Я никакого отношения, знаете, он находится в городе Париже, во Франции. Если он бы находился в Ингушетии и всю свою жизнь там, не знаю, да, профессия может быть бывает и другая, но вот он какие-то творческие, где-то видео, где-то что-то было бы, да, сейчас очень модно, вот если человек вот такой разносторонний, можно вести вот в YouTube доход, больше, чем эта зарплата доктора, он может заработать деньги, вот рассказывать, если он такой многогранный человек, вот я хотел бы, вот то, что я пишу, сижу, вот вам рассказываю, почему вот это такой мега вундеркинд из Назрани, ни одного видео, ничего у него нету, даже в ходе, вот всегда чистая чистота, или ресторан блестящий, или вот сейчас дома тоже, какая-то сидит белая пианино, и вот поет эту песню Тамары Адашева, и потом это до 2020 года. Это до этого он был знаком с этим репертуаром, Аднан Шахбалатов. Он был знаком со всеми вот этими. И вот человек, который вот даже может быть доктором,
как это Тамара Адашевич тоже же не была. Она мечтала стать фармацевтом, даже училась. Потом бросила эту черту эту школу и вот стала певицей, народной певицей, заслуженно, вот Чечен-Ингушетии. И вот так. И сейчас, если ты композитор, если ты хочешь быть писателем, почему нельзя, вот сейчас за 20 лет проживания в городе Франции, это я Хамзата Беков, давно огромные деньги, врача 4, 5, 6, 7 тысяч евро получают. Я не знаю, какой ты врач, но вот врачи получают такие деньги. И вот за это время можно было очень много денег сделать, и можно было вот композитором, вот если ты такой талантливый, вот, если такой, вот я об этом говорю, а вот знаете, как будто бы хобби, вот у меня тоже очень много хобби, я иногда бегаю, сейчас я в последнее время не бегаю, потому что желания нет. Ну вот и музыка, я очень много, и голливудской музыкой занимаюсь, потому что у меня есть очень много сайтов ВКонтакте, где у меня по 40 тысяч, по 50 тысяч подписчиков, каналы есть, фильмы есть, я вот такой. И вот этот Беков, никаких претензий нет. Может доктор быть композитором? Может. Ну вот это, знаете, я и композитор, я и писатель, я и танцор, я и поэт, я и актер. Вот это, ингушские понты, не так нравится. Если это нас не касало, пусть и вот балерина, нам без разницы. Кто ты, без разницы, что ты хочешь себе дома, можешь что ты хочешь делать. Это бразильское, аргентинское танго, там круги делать в этом Париже, на площади Бастилии. Это нам не касается. Возле сцены там, я не знаю, проводи эти концерты возле сцены. Знаешь, я тебе идею даю. Пианино белое поставь возле сцены, и там эти мелодии, и не 5 миллионов, десятки миллионов людей тебе посмотрят. И вот почему вот этого нету. Я доктор, ты сам говоришь, я доктор, практикующий доктор, каждый день ходит на работу, 8 часов еще должен спать, еще ходить в супермаркет, кушать. Это сейчас он женился в 2021 году. А до этого все сам делал. И уборка в квартире. И, знаете, как я знаю, как я одинокий человек, это очень много дел. У меня вот 4 часа, 4:30 утра начинаются дела, иногда 10 часов вечера они не заканчивают. Иногда приходишь домой, устал с работы, хочется фильм посмотреть, музыку послушать. Я не думаю, что ты, товарищ, ты 8-9 часов там на работе, еще надо тебе прийти домой, где-то твоя Париж, это огромный город. Это огромный мегаполис, 10-миллионный почти город. И час домой, там пробки в центре. И вот как ты вот это все совмещаешь, вот это я хочу знать. Я не против, что ты композитор. И вот и красивые произведения, вот это присваиваешь. Вот это. Я в предыдущем ролике об этом рассказал. Вот сомнение, у меня сомнение, что вот этот человек... Я понимаю, бросил бы эту медицинскую практику и занялся бы это пианино, фортепиано. Я понимаю, композитор сочиняет, тем более ее племянница Лёма Нальгиева, певица. Вот тебя без работы ты не остался бы. Нет, вот чтобы вот продвинуть свою племянницу, и зная репертуар Чечен-Ингушской ССР, и вот ты решил какую-то очень много песен безименные, вот это. И вот странно. À l'époque, c'était la Tchétchène ingouchie, vous savez, c'était la mer République. Donc, on a une chanteuse qui s'appelait les camarades d'Al-Sheba. Elle était tchétchène. Et donc, j'ai grandi avec cette chanson. Allez, on y va.
сейчас прозвучала музыкальная композиция Тамары Дадашева «Асхуна» Каина Арцах Зезгаш. Вот это я боюсь, что потом Ингуши тоже присвоит себе, хотя он это сказал. Это он до этого ролик вышел в 2020 году, по-моему. Вот это, который на пианино, он исполняет песню Аднана Шахбулатова, в 2021 году вышел, позже, год позже вышел. И вот все было хорошо, и вот сейчас это, все это страсти нагнетаются. Я думаю, знаете, я вот вчера я немножко зол на этого человека, высказал свое мнение, потом думаю, я же тоже такой же человек, очень многосторонний, и писать, любой могу рассказ написать, стихи написать, но я нигде это не публикую, никакие, просто кто-то скажет, это мое, это не мое, вот я для себя вот делаю, может, человек есть такое хобби, может, но вот знаете, когда спор возник, побежал, как гражданин Франции, приехал туда к чеченским беженцам и побежал там регистрировать свои права. Там, если ты гражданин Франции, неважно, индусы, папуасы, музыка, папуасы, вот кто это зарегистрирует, тот первый, кто вот это делает, вот это считается его. Ну, это такое европейское, международное законодательство, так. Кто заявляет права, вот это. Но я не знаю, просто я очень трудно вот этом смятении, не хочется вот, беспочвенно кого-то обвинять. Ну вот тут этот Хадишат Ахтиева, Хадишат Ахтиева проживает не чеченский, хотел сказать, в бельгийском городе Антверпен, от Парижа, если быстрый поезд сесть 2-3 часа, по-моему, в Париже. Вот автобус сесть из Антверпена можно попасть в Париж 5 часов. И я думаю, что они знакомы все. Вот этот, почему вот я так очень странно начал с этого проекта, или Зауровой, потом музыкальным редактором Хаваба Диву, вы потом поймете, потому что они все вместе связаны. И вот этот Хадишат Ахтиев, который проживает, как чеченская беженка, приехала в Бельгию и там сдалась, скорее всего, проживает в городе Антверпен, Фландрии. И вот она находится от Парижа, я просто объяснился, несколько часов на поезде и 5 часов на автобусе. Каждый день из этого города уезжают. Они все знакомы. И вот я так думаю, вот он сам, Хамзат Беков, знаком репетитором Чечен-Ингушской ССР, это актеров, не актеры, а певцов, вот это. И вот знаю, он не только вот это, но немало вот это произведение, скорее всего, которое он исполняет. И вот не может быть такое, что это то, что он присвоил себе, это тоже одна из этих произведений ранних. Может, он сам и знал, что автор это Аднан Шахбулатов, что его по Грозовскому радио постоянно оно звучало. Конечно, нам очень сложно сейчас, в 2026 году, вот это, какие-то свидетельства, какие-то вот это должно быть очень сильный человек, который вот интересуется. Вот, к сожалению, нет у нас вот этих клубов Шахбулатова, вот это вот, и кто-то там профессионально это нужно заниматься и находиться, главное находиться на территории России. Если я находился бы, скорее всего, я в Москву поехал бы и по Российской национальной библиотеке, по-всякому мы бы доказали бы, что чему. Но вот он находится за границей, я нахожусь за границей. И если ты такой талантливый, я никаких претензий тебе. Но вот я боюсь, что вот это ты потерял грань между исполнением и авторством. Вот это меня волнует. И вас, я не просто так взял тебя, бедного несчастного доктора, фельдшера из Парижа, мучаю тебя
рассказывать про тебя всякие. Нет, это если это шлейф, знаете, бывает шлейф. Если у вас такой шлейф, если у вас такая самодеятельность этих ингушей, которые не стесняясь, все прикарманивают. Поэтому вот если ты был бы осетином, я, честное слово, я бы как-то по-другому это начал. Но так как вы, товарищи ингуши, сами вот эти делами не стесняйтесь. И вот то, что, потому что совести, она давно уже нет, ее продали на Назранском там, рынке. И в этой части тоже под сомнением, и вам очень, нам сложно с вами, потому что мы иногда не хочется, я тоже очень много резких слов говорю в обидах, но это не значит, что я думаю про всех, но вот эти подонки есть подоны. Это я не могу каждый раз как ворона повторять вот это, я не говорю об ингушах, есть ингуши хорошие, есть ингуши плохие, вот так не походит. И вот сейчас уже 27 минут, и я всего хотел пойти, ну там тоже очень, это надо профессионально туда заходить. Я несколько пластинок, вот Кайдари Кош, который позавчера я снял ролик, вот этот именно от проекта Или. У меня такая идея появилась, я снял этот ролик, тоже хорошо пошел, многим стало интересно. Это еще надо информацию искать. И там вот этот проект Или, вот это Танзили Заурова, Якуба Гогиева, вот они вот туда помещают эти песни, которые исполняют ингуши от чеченских авторов. И вот пытаются нам доказать, что это ингушское произведение, что это ингушские народные песни. И вот потом нам же обидно. Мы же, знаете, будь на чечене ингушети, они звучали везде, со всех уголков, со всех этих с кассет, по радио они звучали. Просто когда ты сидишь, какой-то напев, который ты можешь, он напевает вот эту песню, которую сейчас он пел на песне, я мог бы продолжить, потому что я уже в моей голове это уже зафиксировано. Это уже я слышал где-то по радио, на каких-то кассетах. И вот это. И вот ты молодой, я не знаю, перспективный доктор, я не знаю, кто там в костюме ходит. Я не знаю, какой-то, честно, пижон. Если это его квартира, это катастрофа, если честно. Представляете, какой-то консервативный, какой-то, как вам сказать, странно это. Ну, это такое. Может, он в гостях, он же разговаривает, это французенка, может, в гостях у французенки. Ну, да, такое может быть. И вот у нас попытка, мы не хотим вас в чем-то упрекать, это ваши дела, если мы такие, мы же не можем требовать от вас эти требования. И у вас свои вот эти, как вам сказать, ценности, интересы. И вот то, что чеченцы, потому что это мы через боль, через страдания, это у нас очень такое другое. Это у вас мирная ваша ингушская жизнь. Вот вам остается писать эти пианино, играть, концерт устраивать. И вот такое. Давайте еще дальше, я не знаю, сейчас 1 минуту.
Вот сами слышали, да, я просто специально, там их много, вот знаете, и вот такой композитор наш Хамзат Беков. Да, очень популярный, я заметил, вот последним был популярен Джеймса Ласта «Одинокий пастух» композиции. Вот это, вот парень нравится красота, нравятся красивые композиции. И вот я просто делюсь с вами своими впечатлениями об этом молодом, не молодом, сейчас уже 53, 3 или 4 года ему. И вот доктор из Парижа. Просто сомнение, что вот такой человек с таким бэкграундом, вот видели, сколько он исполняет других произведений. И конечно, великий композитор. Да, единственный, можно сказать, вот пианино он владеет. Да, наверное, музыкально учился, бытность ЧССР. Я так думаю, в Грозненском музыкальном вот это школе учился. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Да, если он учился в этой школе, это просто он научился играть на этом пианине, это вообще было бы странно себя называть композитором без музыкального образования, без ничего. Доктором, фельдшером, являясь фельдшером, потом заявлять всему миру, что я актер, что я спортсмен, что я танцор, что я композитор. Вот бывает такое. Да, как я сказал, самый великий ингуш из всех ингушей, Артем Плато, если ингушские понты светились бы, их было бы заметно в космосе. Вот что он сказал, то и сказал. Такое. Сейчас она пришла рассказывать про этот проект. Или, вы знаете, да, в последнем интервью, посвященном 34-й годовщине в Ингушетии, она с этим Дон Кихотом пришла на программу Чабош ТВ. Руслан Долгиев рассказывал про этот проект в Ингушетии. Или книжку выпускает, хотя у обоих нет музыкального образования. Вот этот мент стал археологом. Вот интересно, я могу или точно так сейчас сменить свое вот это образование, стать музыкальным критиком? Было бы интересно, конечно. Вот это, мне очень нравится эта музыка. Потом, то, что мне нравится, я же не стану музыкальным критиком или композитором, или песенником. Это большой труд, это мечты. Это человек с самого детства, там, не знаю, какой-то вот это, как это Аднан Шахвалатов, маленьким мальчиком в годы депортации на стене писал эти песни. И вот, да, потом через 80-90 лет какой-то непонятный пассажир, исполнитель этой песни, вдруг заявляет, что это его песня, и понял, что нигде про этого нет, вот еще нигде нет про это. Сперва он по-повски бил, что никто не ищет, никто его не пел, и вот сразу побежал в парижской мере, союз композиторов и музыкантов регистрировать это произведение. Вот такие дела, вот такие у нас проблемы. И вот этот проект, или вот Кайдари Коча, вот это, там еще есть очень много пластинок. Интересно, вот они вот так. И оказывается, и вот в Русской национальной библиотеке можно, там электронные, вот это электронно можно, здесь это специальная возможность, где можешь прослушивать все эти композиции. И вот просто, не знаю, я чувствую, что что-то тут не в порядке. Только один проект, их знают, сколько проектов этих ингушей, и везде вот это, вот она тоже говорила, что она выпустила книжку, хотя там 9 произведений были, вот
она, как сказала, спорными, но включила. Включая Айдари Коч, который Хадишат Ацхиева, по-моему, Ацхиева, по-моему, пел. Ну, вот такое. Вот тоже в проекте Ильи, вот эта грампластинка, которая повидавшая виде, вот видя вот эти грампластинки, я могу поверить, что это действительно была. И там, почему в красном, вот это, если вы видите, ромбик такой стоит, ингушская мелодия, музыка народная. И вот они почему-то, вот там слово присутствует ингушское, и вот товарищи эти решили, что вот это именно ингушская народная музыка, мы сперва послушаем, а потом я вам сделаю историческую справку вот этой кассеты, что это за пластинки имеется в виду. Вот оригинальность этой пластинки мне не вызывает никакого сомнения, потому что, вы видите, если внимательно посмотрите эту кассету, пластинку, это видавшие виды. Пластинка кромсаны там края, по всему кругу внешней стороны имеются пробоины. Сама пластинка изрядно изношена, включая круг. Но несмотря на это мы можем прочитать записи на нем. Имеется ГОСТ, логотип фирмы и принадлежит данной музыкальной фирме Грампластин. Апрельского ордена Ленина завод всесоюзной фирмы Грампластинки. Мелодия, отсутствует год издания и полный текст песен. Это лицевая сторона. И можно, вот если внимательно смотреть, там присутствует Чеченгу, искусство народа СССР, Чеченгушская, Чечень-Ингушетия моя. Это была пластинка Чечень-Ингушетия моя. Я нашел в каталоге Российской государственной библиотеки запись об этой пластинке. Чечень-Ингушетия моя. Серия искусства народа СССР. Издатель всесоюзная фирма Грампластинг. Мелодия. Год выпуска 1972 год. Формат 33, 1.3, обмен моно, ЛП 30 см. Альбом входит в частности следующие произведения. Голос гор, ингушская мелодия, песня о дружбе, песня об Асланбеке Шарипове, Чечень-Ингушетия моя, слова Нурдин Муза исполняет хор Чечень-Ингушский ансамбль песни и танца под управлением Александр Халепский. Родина моя, милый Кавказ, шуточный старик, танец стариков, о время не спеши, молодежное танцевание, моя милая Чечня, Чечень-Ингушский марш, песня об Хампашин Уродиловой, ингушская песня о Ленине, сыновья народов родники. Многие отдельные записи этой пластинки доступны для прослушивания через национальную электронную библиотеку НЕБ,
где представлены оцифрованные дорожки из альбома. Ну, вы видели, да? И вот где они поставили, и просто почему проект Илли поместился как ингушское производство, самое странное. Вот они, ингушская песня о Лелине, они не подчеркнули, а почему-то подчеркнули ингушской мелодии, музыка народная. Это не значит, это ингушская мелодия. Раньше это была такая традиция, многие ансамбли, и вот, если там они пишут чеченская или ингушская, да, это, как сказать, это не ингушская национальная, это нужно разбирать. Вот тут в этой кассете все присутствуют, вот Альби Мамака, Валид Дагаев, слушали вот это, молодежно-танцевальное присутствует Валид Дагаев, Альби Мамака, «О время не спеши», музыка народная, Альби Мамакаев, Чечен-ингушский марш, музыка Димаева, хор чечен-ингушского, песня танца, мужской хор 2, 5, 6, вокальный Димаев, что-то Дагаев, Валид Дагаев, вот это Дадуев, Музаев, Халепский Музаев. И вот я не слышу, не вижу тут инглишки, вот Ахмеда Хамхойни не видно, даже не видно Зои Асмидемянской, как это, Мальсаговой, тоже тут нету великих композиторши. И вот странно, вот проект или почему-то чечен-Ингушетия моя вот эта композиция, и там, может, это чеченцы, или, я не знаю, вот ингушские мелодии это чеченцы написали, музыка народная, там может быть, такое может быть. И вот это основание, почему-то вот эта ингушская песня, не, мы не включили, а вот ингушские мелодии, музыка, потому что там стоит музыка родная, это можно по-своему сказать, что это наша ингушская народная музыка, и вот поэтому вот эта пластиночка оказалась, вот это проект или и вот они вот тоже это ингушское национальное достояние. Где тут ингуш, где тут вот это тоже непонятно. Вот так у них все вот так происходит. Странные люди, конечно, очень странные люди. И вот сегодня тоже, вот все это связано с этой Танзилой Дзаури, которая сумасшедшая домохозяйка, которая вдруг решила, как на Намбразур, она там сперва бегала на этих площадях в 2018 году, сейчас немножко успокоилась, но вот меняет каждые 5 лет свою деятельность. В 2012-2015 году она начала это эльчество, потом в 2021, уже в 2022 году, по-моему, этот проект появился, уже и музыка, ну вот такое. Ну вот, по чуть-чуть раскрываем это. Алаудин Эсмирзиева, который заявил права на музыку Али Димаева, Даймухкнана. Вот это я в предыдущих роликах чуть-чуть, где мы разбирали эту песню Даймухкнана, я немножко вот про этого товарища тоже рассказал. Вот у них очень такие интересные, вот сегодня я немножко коснулся вот этого Чикиндеза, этого с Парижа, фельдшера Хамзата Бекова, который тоже такой пробивной, такой на все руки мастер. И вот смотрите, вот тоже вот этот Алаудин Эсмирзиев родился, вы знаете, какой композитор? В 1980 году Средних Ачалук, Магобескурен, Чечен-Ингушская республика, почему-то написали. Чечен-Ингушская республика. С 1998 года работает в филармонии имени Ахмеда Хамхоева.
Исполнительный репертуар Алладина в основном состоит из авторских музыкальных композиций, которые написаны на ингушском, чеченском и русском языках. Ее репертуар насчитывается до 200 песен, которые также исполняют многие звезды ингушской эстрады. Знаете, 1998 год. 80-летним парнем он только что созданный в филармонии устроился. И вот успел написать 200 песен. Я сейчас удивлюсь, если там они тысячи он их написал. И вот знаком репертуаром чеченских, ингушских и русских. На 3 языках он сочиняет все это. И вот это очень такое. И самое главное, с Али Димаем тягается. Вот, это песня, которая «Дай Мохкнана». И вот ингуши сейчас почему-то утверждают, что вот это именно вот это Алудин Исмерзиев, который вот это на стихи Ахмеда Хамхоя, вот это дикая мерзость. Если внимательно послушать, я тоже несколько раз послушал, что-то там, знаете, копирование есть, и как очень мало схожего, но есть вот некоторые места там, и вот утверждать, что вот этот, и поэтому это проект Илли, вот этот Алудин Исмерзиев не просто так появился в моем сегодняшнем ролике, потому что проект Илли, ну вот это у них композиторы, у них певцы, вот этот Хадшат Ацхиева, который проживает, чеченская беженка из Грозного, проживающая вот это в городе Антверпене, Бельгии. И вот они, вот этот чеченский беженец, фельдшер из Азрани, вот этот Хамзат Хамхоев, и все вот этот контора Танзили Дзаурова, там очень много интересного, очень много пластинок, очень много песен спорных, и почему-то она вот решила пробивать все вот это, и несмотря вот репутацию, они рожат, хотя бы женщина, хотя бы, я не знаю, кто-то там что-то, даже если повода ты не даешь, никто тебе ничего не скажет. А зачем вот провоцировать людей, тоже непонятно. С рядом мужем, как Дон Кихот там ходит постоянно на эти передачи. А не можно, потому что муж отдельно пришел, или жена отдельно пришла. Как это семейная парочка ходит? Как это Михаил Горбачев, Раиса Максимовна, бытность, кто СССР помнит в конце, вот она везде, это, вот Раиса Максимовна. И вот я, знаете, человек, родившийся в 80-м году, и, скорее всего, вот у него трудовая деятельность, надо, когда создали Республику Ингушетия, вот если бы кто не в курсе, эта Республика Ингушетия была создана Назранским, основа Назранский район, там ничего не было. И вот на ровном месте вот эти композиторы, и вот это странно слышать, видеть. Вот такие дела. Вот сейчас сколько он деятель, все. В филармонии, заместителем филармонии Хамхоев, вот он является, руководит АСы, музыкальным коллективом АСы, и вот такой великий человек. Вот это вся эта контора, вот это Танзил Заур Или, они все вот там появились, все это замашки, вот такие дела. Тут мы будем, вот книжка, которая вышла Ингушетия в 2016 году, «Галгай Халк ан Иллиш», вот ингушские народные песни. И вот смотрите, как они идут. Смотрите, какой-то стих идет, и ноты идут, и там нет указателя, кто написал, что вот это. И единственное, там несколько, 90% этой книжки, там 160, по-моему, этих песен с нотами, 188. И вот это только вот это Олег Хахулговый, который это автор является, только их несколько вот произведений там указаны, автор. Вот все эти песни без авторов.
Все вот это. И потом эти ингушские народные песни, может это чеченские, может это откуда-то взято, может это Аднан Шахбулатов вот так написал, все это ставил, и какой-то хитрый ингуш взял с собой с Грозного какой-то с филармонии или с радио, откуда-то из архива взял, и вот принес, потом вот эти ноты появляются, все вот эти рассказы появляются. Вот это, вот я вам говорю, смотрите. Вот тут Чахкия появился. И вот так у них вот это очень, все эти песни, все вот у них нету никаких авторов, ничего. И утверждаешь, это ингушское все. Бедный чеченский автор, бедный чеченский поэт, композитор. Вот так, все, вот книжку зафиксировали и напечатали, а потом это будет основание предъявлять, что вот видите, эти книжки у нас были, они вот они сини, и вот так это начинается. Вот такие я ноты видел у Аднана Шахбулатова. Он 800 произведений написал. И, скорее всего, я не знаю, это Зои Шахбулатова, вот что-то там дома, архив, и сохранился, не сохранился. Нужно бы, конечно, бы немножко заняться этим. Вот тут чулатом халкан или шляцн. Видение, вот так они идут, или вот в Ростове-на-Дону издана книжка в 2016 году, 2000 экземпляров в составе Министерства культуры Республики Ингушетия, Галгай Халкан Иллеш, ингушский народ, составители М. Хашигульгова, А. Хашигульгова, музыкальный редактор А. Ильясова, заслуженный деятель искусства Республики Ингушетия, Народная артистка Республики Ингушетия, сборники использования картины ингушских художников. А вот художник, видите, как интересно, художнику картины мы обозначили, а не обозначен авторов вот этих песен, вот это. И вот стихов хотя бы кто-то, да, это может быть народные ингушские песни, которые раньше, но сейчас современные, многие чеченские композиторы, они же обрабатывают их, это же современная обработка, я не знаю, очень сложно мне сейчас говорить. И вот первая часть вот этого рассказа, я вам вторую часть потом выйдет, потому что мне не хватает вот на все вот это в одном видео все это рассказать. И следите за историей, выйдет вторая часть вот этой эпопеи, где мы тоже подробно попытаемся вот контор, какие она преследует, и вот это. Конечно, выгоду они преследуют, выгода любителей, выгоду получат, но такие дела. Пока-пока. С вами был Одинокий Жизнь. Мира и добра всем вам.